Вот так торжественно открывается межрегиональная студенческая конференция. Более 5 часов посвятят современным проблемам образования, затронут как практические, так и теоретические вопросы. Сегодня с докладами будут выступать не только СУЗы нашего региона, но и студенты, преподаватели других северокавказских общеобразовательных учреждений. Пленарное заседание объединило на одной площадке делегации 6 высших и 10 среднепрофессиональных учреждений. Обмен знаниями, опытом, обсудить самые актуальные проблемы и найти их решения. Главная цель встречи, которая для этих участников уже стала доброй традицией. Каждый раз это все проводится на качественно более высоком уровне. Безусловно, прогрессируют и молодые ученые, и студенты, которые выступают на этих конференциях. Уровень их подготовки непрерывно повышается, и все эти конференции вносят огромный вклад в развитие науки и образования Республики Ингушетия и всего Северного Кавказа. После пленарного заседания участники конференции расходятся по секциям. С докладами на площадке экономико-правовых дисциплин выступают не только студенты, но и преподаватели, кандидаты наук. Декан гуманитарного факультета Ставропольского государственного педагогического института Вероника Хубулова в своей презентации рассказывает о влиянии нацпроекта образования на формирование профессионального мастерства. Одни из его главных задач – улучшение инфраструктуры и использование цифровых технологий в процессе образования. Мы говорим об уровне профессионального образования. И очень приятно отметить, что сейчас государство говорит о том, что есть необходимость воспитывать студентов среднепрофессионального образования. Почему, ребят? Потому что нужны рабочие руки. А что такое среднепрофессиональное образование? Это когда вы не только умеете работать пером, но вы умеете работать топором. То есть мы говорим о том, что вы появляетесь как специалисты с точки зрения профессионального образования. Большая часть представителей образовательных учреждений одной из актуальных проблем в образовании считают необходимость внедрения новых методик преподавания. Эту современную проблему профессионального образования в своем докладе рассмотрел Сергей Решетняк. Кандидат социологических наук считает, что использование интерактивных и инновационных форм преподавания обеспечивают оптимизацию и повышают качество обучения. Это не классический подход, когда получил информацию, и ты можешь эту информацию проверить уже непосредственно на зачете, а это ситуация, когда ты получаешь конкретные задания, ты сам выбираешь методы, инструменты, способы решения. Студенты же свои доклады посвятили проблемам экономического развития, трудоустройства и занятости молодежи, контролю кредитных задолженностей, а также проблемам воспитания. Время на одну презентацию – 10 минут. Питимат Хайрова на конференции представляет Суджинский колледж управления и новых технологий. Тема выступления студентки – семейное право, как регулятор улучшения демографической обстановки государства. Сложилось, что архиважными вопросами нашей жизни были темпы экономического роста, уровень инфляции, цены на нефть и газ, курс доллара и противостояние санкциям. Но нашей стране сегодня необходим настоящий бэйби-бум, и поэтому рождаемость, смертность и другие демографические показатели, по моему убеждению, должны стать критериями оценки работы государственной, региональной и местной власти. Параллельно другие студенты выступают в секции медико-фармацевтических дисциплин. Они поднимают вопросы фальсификации лекарственных средств, версии происхождения вирусов, биотехнологии на медико-фармацевтическом рынке и проблемы лекарственного обеспечения. Амина Барахоева, студентка медико-технологического колледжа, в своей работе изучила основные методы лечения посттравматического стрессового синдрома у детей. Свои наблюдения она проводила во время прохождения практик в медучреждениях. Я проводила очень много опытов со своим научным руководителем сама и выявила некоторые проблемы, с которыми нужно бороться при этом синдроме именно у детей. Это переживания, стрессы ребенка именно. Связано это с террористическими актами, с какими-то катастрофами именно природными. Также проблемы в семье. Для делегаций из северокавказских вузов и СУЗов это мероприятие уже стало традицией. Участники считают, что такие площадки являются признаком толерантности, взаимопонимания, дружбы среди народов. Организатором и инициатором конференции уже не первый год становится Суджинский колледж управления и новых технологий. Мы очень тесно сотрудничаем с РАНХИКСом, с КФУ, ездят дети наши на форуму, то есть идет тесное такое партнерчество. И мастер-классы преподаватели дают, то есть это не первая встреча. Но вот сегодня вот на таком уровне межрегиональная конференция, скажем, впервые. Связь, она очень важна, я считаю, сегодня СУЗов с вузами.
ну, потому что это в любом случае это неразрывно. Организаторы уверены, такой обмен знаниями, несомненно, скажется положительно на обучении студентов. Педагоги делятся проблемой образования, которые ранее несли острый характер на Северном Кавказе. Несколько лет решаются в активном темпе. С каждым годом выделяют все больше целевых мест, что позволяет выпускникам, не выезжая, получать профессиональные знания у себя в регионах. С целью улучшения знаний преподавателей проходят программы повышения квалификации. Сейчас особого внимания требует проблемы доступности образования и оснащения учебных заведений. Диана Дударова, Майербек Миржоев, Новости 24.